Маленький тупик на улице Клары Цеткин уже много лет доставлял местным жителям немалых хлопот. Особенно в межсезонье или после дождя он оказывался совершенно непроходимым. Мы мучились как бы несколько лет, потому что у нас здесь не было прохода, заливало постоянно дорогу. Вот. Было как бы затруднительно попасть к домам. Отныне проблем здесь не будет. В тупике сегодня работает грейдер. КАМАЗами завозит дресву, природный материал из местного карьера. Им и будет покрыта дорога. Отсыпка данного участка стала возможной благодаря обращению жителей в администрацию и помощи местных предпринимателей. Параллельно грейдеру ЖКХ работает и на улице Акбузат, что в новом поселке Дом Рыбака 2. Инициативу провести отсыпку проявили сами жители. Начали жить с декабря месяца, и вот весной у нас началась проблема. Это мы не могли проехать на машине к своему дому. Мы услышали, что у нас здесь начал работать депутат Кириллова Лиана Рафисовна. Обратились к ней, непосредственно нам сказала, что поможет с нашей проблемой. Созвонились с ЖКХ, договорились о встрече, уже поговорили, какие технические у нас проблемы есть, что они могут нам предложить. То есть они нам выделили грейдер, выделили КАМАЗ, чтобы мы могли вывести землю. Мы уже, в свою очередь, должны были привезти сюда дресву, которую выделялась бесплатно с стороны карьеры, которая находится возле аэропорта. Мы, получается, со своей стороны должны были оплатить услуги от КАМАЗа, который будет сюда возить, и услуги погрузчика. С нашей стороны предоставляется техника для того, чтобы провести подготовительные работы. То есть сначала мы подготовили корыто для основания, скажем так, для дороги. Потом за счет средств жителей, сами жители организовали завоз дресвы сюда. После этого вот мы поставили грейдер для того, чтобы разровнять и уже сделать дорогу, скажем так, в законченный вид. Вот здесь опять, значит, вот это слаженное действие жителей и руководства города вот приводит к тому, что дорога здесь у нас, значит, появляется, и жители будут ездить и радоваться этому всему. Дом Рыбака 2 поселок сравнительно новый. Улиц, где отсутствуют дороги, множество. Ожидание планового строительства может длиться годами. Именно такой реальностью руководствовались и жители улицы Асылташ, которые уже пользуются своей новой дорогой. Финансовый вклад жителей, поддержка со стороны администрации, управления ЖКХ, и в короткие сроки дорога готова. Живем мы по этой улице Асылташ с прошлого года. Вот я переехал в прошлом году осенью. Невозможно было проехать, грязь везде. Ни скорую вызвать, ни пожарку, как говорится. Пришлось обратиться к главе администрации. Заявление написали. Так, добро дали нам, вот карьер ЖКХ Маликов. Ну, такое предложение было, чтобы собрать деньги. Вот. Примеров совместной работы жителей городских служб для благоустройства и создания комфортных условий жизни не ограничиваются только новыми поселками и этим годом. В прошлом году мы также сделали улицу сельхозтехники, потом, значит, с микрорайона Золото улица Лесная. В прошлом году под осень уже к нам вышли жители, говорят, давайте вот по такой же программе. Хотя мы и в Сибайском рабочем обращение такое делали, и на Сибайском телевидении. Значит, улицу Лесную отсыпали, жители остались очень довольны. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.